Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмиллах. Алхамдулиллах. Салату вассаляму аля расулиллах. Судный день. Положение богобоязненных мусульман. И мы с вами говорили о тех, кто дожил до старости, до седины в исламе. И мы с вами говорили, приводили хадисы, что каждый седой волос – это причина того, что Аллах возвысит его на одну степень, бір басқышқа дәрежесін көтере, и простит ему за каждый волос одно прегрешение. Поэтому мусульманин, когда видит себя в зеркале, видит свои морщины, видит свою седину, он не должен расстраиваться, если его жизнь прошла не зря, если он в течение своей жизни всегда старался быть покорным Всевышнему Аллаху, служить Ему, помогать Его творениям, то есть помогать людям, братьям, сестрам. И если его жизнь на самом деле не прошла, не проходит зря, то его старость в радость. Говорят же, хартлык шатлык тугель, старость не радость, но для мусульманина это радость. Поэтому каждый волос, каждый седой волос, машаллах, вот представьте себе, не только тело мусульманина, да, не только его дела, даже представьте себе, каждый волос на чаше весов будет иметь, альхамдулилля, свою ценность. Каждый седой волос. Поэтому не просите жен, чтобы они у вас выщипывали волосы. Но они, наверное, и без просьбы это делают, да? Сегодня поговорим про достоинство тахарата, малого омовения. Те, кто совершал на этой земле молитву, намаз, он прекрасно понимает, что нет намаза без тахарата. Это обязательное условие, чтобы Аллах принял наши молитвы, наши намазы, мы должны быть с тахаратом. И как правильно брать тахарат, Аллах Всевышний ниспослал в Коране аят, и посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, все со всеми мельчайшими подробностями он нам все объяснил. Как мы должны омывать тело, какие части тела. И вот милость Аллаха за то, что мусульмане будут брать омовение, судный день, вот все те части тела, которые они омывали во время тахарата, они будут сиять как нур. И все люди будут узнавать умму пророка, саллаллаху алейхи вассалям, именно по этим частям тела. И Абу Хурайра передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: поистине моя община, моя умма, в судный день будет названа гурран мухаджалин. Это приводит имам Бухари. Гурран мухаджалин. То есть гурра, обычно гуррой называли белую отметину на лбу лошади. То есть вот представьте себе темную лошадь, да, и вот у него на лбу прямо белая такая отметина. И вот как вот эта белая отметина, она будет виднеться издалека, вот мусульмане будут, их будет видно вот именно по тем частям тела, которые они омывали во время тахарата. И также Абу Хурайра передает, уже в сборнике имама Муслима аль-Бухари, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: украшения верующего будут доходить до тех мест, до которых доходила вода при совершении им малого омовения. Вот докуда доходила вода, это же вот представьте себе, он берет тахарат по сколько раз в день, да, 5, 6, больше может быть раз в день, и это всю жизнь. Вот это же каждый день. Вот эти части тела, машаллах, вот этими частями тела мы совершаем поклонение. Это всю жизнь, 20 лет, 30, 40, 50 лет, кто-то намаз читает, машаллах, милость Аллаха, да?
И вот это все будет как нур, оно будет все светиться в судный день. То есть эти украшения дойдут до тех мест, до которых доходила вода при совершении им тахарата. Также Абу Хурейра, радийаллаху анху, передает другой хадис, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, придя на кладбище, к могилам сказал: «Мир вам, о пребывающие в обители верующие! Мы же, если пожелает Аллах, присоединимся к вам. Я бы хотел, чтобы мы увидели наших братьев». То есть пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: я бы хотел, чтобы мы все увидели наших братьев. И люди спросили: а разве мы не являемся твоими братьями, о посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям? Он сказал: вы мои сподвижники, а мои братья это те, кто еще не пришел в мир этот. То есть, пророк саллаллаху алейхи вассалям здесь именно в этом месте он разделил: вы мои сподвижники, а братья это те, которые еще придут. И они спросили: а как же ты их узнаешь? То есть пророк, известно, что он увидит их только в судный день. И они спросили: а как их ты узнаешь, если они еще не пришли на этот свет? И пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: скажите мне, если у человека есть лошади с белыми звездами во лбу и белыми отметинами на ногах, которые смешались с вороными лошадьми без отметин, разве он не узнает своих лошадей? То есть у других лошадей нет, а только у этих белые отметины. И они сказали: да, конечно, он узнает, о посланник Аллаха. И пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: поистине, благодаря тахарату, омовению, они придут сияющими отметинами, а я уже буду ожидать их у водоема пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И последний хадис Абу Дарда передает, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: в судный день мне первому будет позволено совершить суджуд. В судный день, и мне первому будет позволено поднять голову с суджуда. Я посмотрю вперед, то есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, когда сделает суджуд, и когда Аллах разрешит ему поднять голову, он посмотрит вперед и узнаю свою общину среди других общин. И позади меня будет столько же, и справа столько же, и слева столько же. То есть передо мной будет моя умма, и справа, и слева будет моя умма. И тогда один человек спросил: я Расулюллах, а как ты узнаешь свою общину? Среди общин, ведь там будет все, от общины Нуха до твоей общины. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, ответил: у них будут сияющие отметины от омовения, от тахарата, которых не будет ни у кого, кроме них. К тому же я узнаю их потому, что им дадут свитки с записью их дел в правую руку. И я узнаю их потому, что перед ними будут идти их потомки. Этот хадис в сборниках имама Ахмада. Вот поэтому, дорогие братья, тахарат, он иногда остается под тенью намаза, да? Иногда мы говорим, это просто как подготовительный процесс к намазу, но на самом деле сам процесс тахарата, да, и само положение мусульманина в тахарате, всегда быть в тахарате, это очень важно. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: «Ля юхафиду аля лвуду илля аль-му'мин». То есть хранить свой тахарат сможет только настоящий верующий. То есть то, что мусульманин будет стараться всегда жить с тахаратом, не просто когда намаз. Потому что есть братья, которые они все время без тахарата. Намаз приходит, и они бегут тахарат брать. А есть братья, которые, машаллах, просто обращаешь внимание, они всегда с тахаратом. У них всегда есть тахарат. Хотя у них тоже свои и природные, наверное, никто же не ангел. Так ведь тахарат, он портится. Потому что мы кушаем, пьем. Ладно, во время поста может быть меньше. Но мы люди, у нас есть физиология. Но несмотря на это, если человек будет хранить свой тахарат, это показатель его имана, показатель его веры. Поэтому мусульманин, он утром не должен умывать лицо. Мусульманин, он должен брать тахарат. Даже если ему намаз не надо читать. Он иртә белән битне юасың бит, иртә белән битеңне юма тахарат ал. Сделай своей привычкой жизни. Всегда стараться быть с тахаратом. И мы знаем
величайших ученых, когда у них там, не знаю, проблемы с желудками были, да, когда вот во время урока они там по несколько раз выходили, ну, справить нужду в туалет, может быть, диарея была, да, то есть, и каждый раз, шакирды говорят, что каждый раз, когда он заходил, он брал тахарат. То есть, все, вот тахарат для них это было такое святое. И когда Реза Фахреддин, еще у него есть очень хорошая книга, я не знаю, ну, боюсь, на русском нет, вот, Татарша бар шакиртлик эдебе, просто это, ну, это супер книга. Он написал это школьникам, чтобы они в школе учили уважать знания, уважать устазов, да. И вот там есть у него такая тема уважения даже к бумаге, которая, ну, раньше особенно, ну, сейчас вот тоже немножко дорогая бумага, альхамдулилля. Начнем ценить, да. То есть, и он там пишет, у него там такой абзац есть, когда у одного ученого спросили, а как вы добились вот таких знаний, он сказал, я, говорит, в жизни бумагу не держал без тахарата. Потому что бумага для них это не туалетная бумага была тогда, а бумага это был носитель знаний. И она очень дорого стоила. Ну, историю бумаги изучали, наверное, да? Поэтому не то, что Коран они без тахарата не держали, они даже бумагу, кагазны тахаратсыз тутмаганнар в знак уважения. Я не говорю, что это обязательно. Сейчас кто-то скажет, там Юсуф сказал, что, оказывается, нельзя эту бумагу держать. Нет, это знак уважения было к носителю знания. И поэтому Аллах дал им знания. Поэтому вот тахарат, дорогие братья, это святое. Аллах рахмати яусам. Субханак Аллахума бихамди, шаду алла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.